Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы. Урок 62, 5 класс. Сегодня мы заканчиваем раздел «Жизнь и творчество». Тема урока – первый казахский кинорежиссер. Страница 41. Прочитайте вопросы и постарайтесь на них ответить. Первый вопрос. Кто режиссер фильмов «Наш милый доктор», «Ангел в тюбетейке», «Безбородый обманщик», «Конец атамана»? Правильно, Шакен Айманов. Второй вопрос. Кто играл роль Алдара Кусе? Правильно, роль Алдара Кусе играл Шакен Айманов. Третий вопрос. Где и в каком городе снимался фильм «Ангел в тюбетейке»? Фильм «Ангел в тюбетейке» снимался в поселке Кызыласкер в Алматинской области в киностудии «Казахфильм». Четвертый вопрос. В каком из названных фильмов играл Асанали Ашимов? Асанали Ашимов играл в фильме «Конец атамана». Пятый вопрос. В каком фильме и кого играла Амина Умурзакова? Правильно, Амина Умурзакова играла в фильме «Ангел в тюбетейке». Шестой вопрос. Чье имя присвоено киностудии «Казахфильм»? Верно, присвоено имя Шакена Айманова. Упражнение номер 393. Прочитайте текст. О ком вы узнали? Поставьте вопросы к выделенным словам. Шакен Кенжетаевич Айманов родился 15 февраля 1914 года. Родина Шакена – легендарный Баянаул. Отец его был талантливым певцом и музыкантом. С домброй никогда не расставался, несмотря на трудности жизни. Маленький Шакен унаследовал от отца любовь к музыке, к прекрасным песням гор. С домброй под подушкой Шакен ложился спать. Первой песней, которую он сыграл и спел самостоятельно, была «Елемай» «О, Родина моя». Чтобы правильно выполнить задание, ознакомьтесь с темой «Вопросительное местоимение» на странице 123. Вопросительные местоимения «кто», «что», «какой», «чей», «который», «сколько», «где», «когда», «откуда», «почему», «зачем» и другие употребляются в вопросительных предложениях. Вопросительные местоимения «кто», «что», «сколько» изменяются по падежам. Вопросительные местоимения «какой», «чей», «который» изменяются по родам, числам и падежам. Вопросительное местоимение «где», «куда», «откуда», «когда», «почему», «зачем», «как» не изменяются. Поставьте вопросы к выделенным словам. Родился когда? 15 февраля 1914 года. Легендарный что? Баянаул. Был кем? Певцом. Унаследовал что? Любовь к музыке. Ложился спать с чем? С домброй. Была что? Елемай. Работа в парах. Сформулируйте вопросы к данным предложениям. Чтобы выполнить это задание, вам снова надо обратиться к вашему помощнику. На странице 130-131 тема «Вопросительные местоимения». Первое предложение. Баянаул, родина Шакена, богат талантами, поэтами, певцами, народными мастерами. К этому предложению соответствует вопрос «Чем богат Баянаул?». Второе предложение. В Баянаул часто приезжали известные певцы Кали Байжанов, Жаяу Муса,
Майра. Здесь выступал борец Хаджимухан. К этому предложению соответствует вопрос: какие известные певцы приезжали в Баянаул? Третье предложение. В конце 20-х годов Шакен уехал учиться в Семей. К этому предложению соответствует вопрос: куда и когда уехал учиться Шакен? Четвертое предложение. В 1933 году, когда Шакен Айманов заканчивал 3-й курс педагогического техникума, приехавший на гастроли в Семей, театр рабочей молодежи из Риддера привлек Айманова к участию в своих спектаклях. К этому предложению соответствует вопрос: что произошло в 1933 году? Пятое предложение. В пьесе «Зарлык» Шакен сыграл роль старика Сафара. К этому предложению соответствует вопрос: в пьесе «Зарлык» чью роль сыграл Шакен Айманов? Шестое предложение. В этой роли его увидел известный казахский писатель Габит Мусрепов и предложил ему поехать в Алматы работать в театре. К этому предложению соответствует вопрос: кто увидел его талант и что он предложил? Упражнение номер 394. Прочитайте текст. Какую новую информацию вы получили? Шакен Айманов – основоположник национального кинематографа. В 1953 году он ушел из театра в кино, увлекая собственным примером режиссеров-казахов в молодое киноискусство республики. Айманов вошел в историю как первый казахский кинорежиссер. Начав с постановки фильма-спектакля «Поэма о любви» Қозы Көрпеш и Баян Сұлу, в 1954 году он снял такие картины, как музыкальная комедия «Наш милый доктор», фольклорный фильм «Безбородый обманщик», исторический детектив «Конец атамана». Именем Шакена Айманова названа киностудия «Казахфильм», улица в Алматы, один из крупнейших кинофестивалей в Центральной Азии «Звезды Шакена». Карточка информатор. Основоположник қазақша негізін қалаушы. Постановка қойылу. Работа в группах. Первый вопрос. Определите тему и придумайте свой заголовок к тексту. Тема – кино, заголовок – великий режиссер. Первая группа, второй вопрос. Поставьте тонкий вопрос к первому предложению. Кто основоположник национального кинематографа? Вторая группа, второй вопрос. Поставьте тонкий вопрос к четвертому предложению. Какие картины снял режиссер? Первая группа, третий вопрос. Поставьте толстый вопрос к третьему предложению. Почему Шакен вошел в историю как первый казахский режиссер? Вторая группа, третий вопрос. Поставьте толстый вопрос к пятому предложению. Почему киностудия «Казахфильм» названа именем Шакена Айманова? Первая группа, четвертый вопрос. Выпишите ключевые слова из первого абзаца. Ключевые слова – театр, кино, режиссер. Вторая группа, четвертый вопрос. Выпишите ключевые слова из второго абзаца. Ключевые слова: история, спектакль, фильм. Пятый вопрос. Составьте вопросный план к тексту. Первый вопрос. Кто является основоположником национального кинематографа? Второй вопрос.
когда он ушел из театра в кино? Третий вопрос. Как именно он вошел в историю? Четвертый вопрос. В каком году были сняты его работы? Пятый вопрос. Какие места названы именем Шакена Айманова? Ознакомьтесь с информацией. Что вы читали или знаете об Алдар-Кусе? 50-летие Шакена Айманова совпало с огромным успехом фильма «Безбородый обманщик». Айманов выступает в нем в 3 качествах – как соавтор сценария, режиссер-постановщик и исполнитель главной роли. Алдар-Кусе – это не имя, а прозвище, где Алдар означает хитрец, а Кусе – безбородый. А как его звали, жил ли он вообще когда-нибудь, никто не знает. Ходят только легенды о простом и находчивом, бедном и ловком Алдаре Кусе. Назовите одним словом. Первое. Спортсмен, специалист по борьбе – это борец. Второе. Выступления, спектакли, даваемые приезжими актерами – это гастроли. Третье. То же, что кино – это фильм. Четвертое. Искусство изображения драматических произведений на сцене – это театр. Пятое. Тот, кто смотрит на что-нибудь, наблюдает за чем-нибудь – это наблюдатель. Упражнение номер 395. Составьте синквейн к слову «режиссер». Первая строка – режиссер. Вторая строка – известный, талантливый. Третья строка – снимает, придумывает, показывает. Четвертая строка – Шакен Айманов, первый казахский кинорежиссер. Пятая строка – постановщик. Ребята, спасибо вам за урок. До следующей встречи.